В интернете появился первый трейлер нового фильма об Ударском районе «Солнечный день». Напомним, главная героиня документального кино – девушка Маша Трофимова из деревни Политово. Во второй части зрители увидят, как спустя почти 6 лет повзрослела Маша и как изменилась жизнь вокруг нее. Любовь Лапина посмотрела первые кадры ленты. Меня зовут Трофимова Мария Александровна. Я родилась здесь, в Политове. Живу тоже здесь, учусь здесь одна. Это кадры 6-летней давности. Тогда еще единственная ученица политовской школы сама как солнечный день или луч света, на который в округе, условно говоря, молятся все деревенские. Облака? Они такие красивые, такие интересные. Они разные фигурки показывают. Это было тогда, а сейчас уже нет. Я редко, когда на них сейчас смотрю. А такой Машу встретила съемочная группа уже в августе 2013 года. Веселая и беззаботная девчушка заметно вытянулась в рост, родной русый цвет волос сменила на темный каштан и стала все больше походить на взрослых односельчан, полных забот о хозяйстве. Судя по двухминутному ролику, девушка уже меньше витает в облаках, а все больше рассуждает о насущном. К примеру, как сделать так, чтобы родная деревня жила и процветала. Чтобы с нашего села не уезжали, надо построить хорошую дорогу, сделать асфальт. Хочу, чтобы церковь поставили. Кто из вас останется в Христе? За эти почти 6 лет в жизненном укладе Маши и ее семьи изменилось многое. Вот кадры 2007-го. Всей семьей тогда они празднуют Новый год. А вот еще летнее видео с дедом после школы. Да, Маша? Ты сегодня училась же? Ого. Ну видишь же, одна учишься. Одной скучно. Давай, бабушка скоро золотую свадьбу будет правлять. Да. Когда с ним придется целоваться. Доставят. То, что такое машина. Нет, бороду больше не сергу. Мы Москву, мы все уже. Не успели. 50 лет хотели, но дедушка не жила. Красочные и позитивные облака в продолжении солнечного дня сменились густыми заволакивающими тучами, а светлая и позитивная Маша теперь смотрит на окружающий мир совсем другими глазами. В Библии было написано так, что эта жизнь-матушка зарастет березой, да ивой. Лучше сюда вернуться, лечить деревенских. Открыть здесь какую-нибудь тоже больницу. По словам режиссера фильма Юлии Киселевой, монтаж пока еще продолжается. Есть некоторые финансовые трудности, которые нужно решить. Впрочем, уже ясно, это документальное кино станет дольше по времени первой серии. Вместо 20 минут целых 52. Полные девичьих переживаний, за которыми кроется жизнь не только Маши и ее семьи, но и целой деревушки и ее, похоже, совсем нерадостной судьбы. Полную версию кино наш канал обязательно покажет весной следующего года. Любовь Лапина, телеканал Юрган.